Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, наши уважаемые слушатели. Все мы с вами живем в преддверии главного праздника нашей страны. Праздника, что дорог сердцу каждого россиянина. Это День Великой Победы, День исторической памяти. Победная весна 45-го года принесла нам радость свободной и мирной жизни. И все дальше и дальше время уносит от нас те грозные военные годы, а героические подвиги советских солдат и в целом военного поколения уже становятся легендами. Но память о героях войны, она будет жить вечно. Она живет в замечательных кинолентах, военных кинофильмах, всенародно любимых песнях и стихах. И сегодня вместе давайте вспомним, как это было. Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны. Композитор Вера Городовская. В праздничной программе вас приветствует Государственный оркестр русских народных инструментов Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России, профессор Анатолий Шутиков. Встречайте.
Наш праздничный концерт «День Победы» — это совместный творческий проект Государственного оркестра русских народных инструментов Татарстана и певца Владимира Васильева на филармонической сцене. И сегодня в концертной программе вы услышите немало известных песен военных, послевоенных лет, замечательные советские песни, рожденные уже мирной жизнью, песни, которые написаны ведущими мастерами песенного жанра прошлого столетия. Свое выступление певец открывает песней Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли», песней Александры Пахмутовой на стихи Гребенникова «Шумят хлеба» и песня Рустема Яхина «Жерларем» на стихи Мусы Джалиля из вокального цикла «В Моабитском застенке». На сцену приглашается солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая и солист Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, лауреат всероссийского и международных конкурсов, заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев.
Дорогие друзья, сегодня действительно мы отмечаем праздник со слезами на глазах. В самом начале войны у меня у самого на фронт ушли оба деда. От них пришло всего 2 письма, а затем долгие годы ожидания. Но до самого окончания войны и даже до самого конца жизни мои бабушки ждали своих мужчин. Мама рассказывает, ей было 5 лет в 1945 году. Она прекрасно помнит этот день, весенний, майский, когда из открывшихся окон доносились радостные крики победы. Моя бабушка тогда долго стояла перед иконами, плакала и молилась о возвращении мужа. К сожалению, оба они так и не вернулись. Эта трагедия не обошла стороной ни одну семью нашей большой страны. И вот по прошествии стольких лет то, что мы сегодня с вами отмечаем, это действительно праздник, который дался нам большой ценой, значит, это действительно значительный праздник. Песня, которую я хотел бы исполнить, «Шумят хлеба», написана уже после Великой Отечественной войны, но мне кажется, она рассказывает именно в таких красках, в которых хотели бы видеть наши солдаты жизнь. Солдатской службы срок окончился уже, но с плеч шинель я все же не снимаю. Стою среди хлебов на узенькой меже, на верность полю присягаю. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу, без крайних спелых нив. Здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава. В кирзовых сапогах я по полю шагал, солдатским маршем мерил свою долю. Я каждый колосок на ощупь узнавал и засыпал уставший в поле. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу, без крайних спелых нив. Здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава. И выцвела совсем и лодка у меня, и гимнастерка крепко просолилась. Но вот они хлеба янтарные шумят, как на войне солдатам снилось. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье, хлеба на славу, без крайних спелых нив. Здесь ласковый разлив, здесь солнечных хлебов моих держава. Хлеба налево, хлеба направо, хлеба на счастье,
siz yaşlarım, siz ölseniz minde unutulurmun, yaşasanız minde yaşarım. «418 дней и ночей длилась кровопролитная Великая Отечественная война. В эти праздничные майские дни мы чествуем победителей, ветеранов, тех, кто прошел войну, тех, кто рядом с нами. Вспоминаем и тех, кто навеки остался на полях сражений, тех, кто погиб в плену. Мы чествуем и ветеранов тыла, тех, кто возрождал страну из руин, тех, кто налаживал мирную жизнь. А в праздничных концертах непременно звучат нестареющие фронтовые песни. И сейчас давайте вспомним еще одну. Песня Бориса Мокроусова «Огонек», вслед за которой вы слушаете песню Исаака Дунаевского «Молчание». Для вас поет солистка Государственного оркестра русских народных инструментов, народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. Девушка провожала
Родина суровая и милая помнит все жестокие бои. Вырастают рощи над могилами, славят жизнь по рощам соловьи. С ней живут любя, страдая, радуясь, падая и поднимаясь ввысь. Над грозою торжествует радуга, над бедою торжествует жизнь. Еще одна хорошо знакомая всем мелодия военных лет в оркестровой версии композитора Павла Куликова. «Вальс в лесу прифронтовом» в исполнении оркестра.
прославленный певец, которого без малого 40 лет служит Академическому театру оперы и балета имени Мусы Джалиля, и создатель запоминающихся музыкально-театральных образов Юрий Владимирович Борисенко сегодня перед вами предстанет и как великолепный исполнитель военных песен, советских песен. Итак, композиторы Серафим Туликов «Родина», Анатолий Новиков «Эх, дороги», Василий Соловьев-Седой «Вечер на рейде». Поет заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан, профессор Юрий Борисенко.
неживой лежит, а дорога дальше мчится, плится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян, край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет, и бескрайними путями, степями, полями все глядят вслед за нами родные глаза. Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян, снег ли ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Споемте, друзья, ведь завтра в поход идем в предрассветный туман. Споем веселей, пусть нам подпоет седой боевой капитан. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за кормой знакомый платок голубой. А вечер опять хороший такой, что песен не петь нам нельзя. О службе морской, о дружбе большой подтянем дружнее, друзья. Прощай, любимый город, уходим завтра в море,
Музыкально-композиторское содружество Татарстана внесло свою лепту в приближение победы. Открывшийся за 2 года до начала Великой Отечественной войны, Татарский театр оперы и балета не прекращал своей творческой деятельности во время войны. На его сцене ставились оперные спектакли «Алтынща», «Щельдар», «Тюляк и Суслу». Это оперы композитора Назиба Гаязовича Жиганова, который в те годы был художественным руководителем молодого театра. А уже в послевоенные годы появилась сюита на татарские темы для симфонического оркестра, за что композитор был награжден Государственной премией СССР. И сейчас Государственный оркестр русских народных инструментов Татарстана представит вам эту блистательную страницу татарской музыкальной классики. «Райхан» — часть из сюиты на татарские темы Назиба Жиганова. «Совы щагом, детство мое», поет Владимир Васильев. Слабытны, талан
Mestan duymazdan özüm hatırlarım yaşlık geldi yana boştan sabı şak güzel. Sabı şağıma yolundu yollar ufuktan yırağa boğuşar ile arımlı uğurlar ağacı davallar aman döşeler döşeler mini arımlı uğurlar ağacı davallar aman döşeler döşeler mini. Arımlı uğurlar ağacı davallar aman döşeler döşeler mini. Arımlı uğurlar ağacı davallar aman döşeler döşeler mini. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, шире земли и равнина морская. Мне известно давно бескорыстная дружба мужская. В завоне каждого дня я так счастлив, что нет мне покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Как поют соловьи, полумрак поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут внуки потом. Все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так лягу и вершись трубных заводов.
жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Владимир Васильев. Блестит слеза в глазах солдата. Дошли смертям назло. Планета помнит 45-й и май 9 число. 68 мирных весен прошло с тех пор. 68 лет мирной жизни празднует наша страна. И выросло уже несколько поколений россиян, которые чтят и знают свою историю, в чьих сердцах живет любовь к родине, к родной земле, любовь к русской музыке, к русским песням. Павел Куликов, «Волжская рапсодия», продолжает свою праздничную концертную программу Государственный оркестр русских народных инструментов Республики Татарстан. Приветствуйте художественный руководитель оркестра, народный артист России Анатолий Шутиков.
Композитор Ян Френкель «Русское поле». И вновь для вас поет заслуженный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. Счастьем и болью вместе с тобою. Нет, не забыть тебя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Русское поле, пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вдруг обожгут меня прежней тоской. Русское поле, русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию. Пасмурным днем лежу я синеву. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер весок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая: здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Русское
сладкую водочку, ей, сладкую водочку, все наливчику, да я пила молока из полудня дна. Трещит, а не комары пищи, да это кума да куме судака тащит. Кумушка ты, голубушка, свари куму судака, да чтоб юшка была. Юшечка, да с петрушечкой, а да поцелуя ты меня, да кумадушечка. Ну поцелуй. Ну поцелуй. Моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому, а в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю, отрады есть сторож у крыльца, никто не загородит дорогу молодца. Пойду я в терем милой, и в ноги брошусь к ней. Я была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Была бы только ночка, сегодня потемней. Я была бы только тройка, да тройка. Да тройка Лирические песни военных лет — это трогательные истории любви. Это истории человеческих судеб, встреч, расставаний. Эти песни звучали тогда словно талисман надежды на мирное будущее. Мы с вами слушаем любимые песни старшего поколения. Ежепетербургский «Синий платочек» и песня композитора Сары Садыковой «Күтем сине» «Жду тебя». Поет народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной,
заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Син кайларда келесен екен, алтынын келеш езлі еркен. Қайтарсың деп мені үміт мен сені қамал күтем. Қайтарсың деп мені үміт мен сені қамал күтем. Сағынала сені батыр құшылар, сағынала сені яқын достар. Өкілемізлі сені кешірдім, мен сені қамал күтем. Кетмесің менің ерегімнен, düşмесің менің тіллерімнен. Күн сайын, сағат сайын еркем, мен сені қамал күтем. Күн сайын, сағат сайын еркем, мен сені қамал күтем. Қайт еркем, тезірек, тезірек миңа, сенен башқа жоқ тұрмыш миңа. Кетем, қайтам деген сөзің, музыкада сілен ұйла миңа. Кетем, қайтам деген сөзің, музыкада сілен ұйла миңа. Резида Галимова. Дорогие друзья, сегодня действительно особенный день, поэтому мы просим оркестр сейчас подарить вам нестареющую танцевальную мелодию. Родом она из 30-х годов прошлого века. Знаменитая «Рио Рита», композитор Юманс. Сағынала
Композитор Георгий Свиридов «Маританна» продолжает свои праздничные выступления. Заслуженный артист России, народный артист Татарстана Юрий Борисенко. Король Кастилии однажды влюбился в девицу красу, пленившись песнею ножницы, когда охотился в лесу. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда не забуду тебя. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда, никогда не забуду тебя. Накинув плащ и сдвинув шляпу, смиренно к ней явился он и страстно клялся юной деве, что только ею он пленен. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда не забуду тебя. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда, никогда не забуду тебя. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда, никогда не забуду тебя. И тот король, вы мне поверьте, был песнями ее пленен. И королевою Кастилии за песни жницу сделал он. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда не забуду тебя. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда, никогда не забуду тебя. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда не забуду тебя. Ах, Маританна, моя Маританна, я никогда, никогда не забуду тебя. Ой, під вишнею, під черешнею, стояв старий з молодою, як з ягодою, стояв старий з молодою, як з ягодою. І просилося, і молилося, пусти мене, старий діду, на вулицю погулять, пусти мене, старий діду, на вулицю погулять. Ой, я й сам не піду, і тебе не пущу, хочеш мене, старенького, та й покинути, хочеш мене, старенького, та й покинути. Ой, не кидай мене,
моя голубочко, куплю тобі хатку, і ще й сіножатку, і молоток, і садок, і вишневий садок. Ой, не хочу хатки, та й ні сіножатки, ні ставка, ні млиника, ні вишневого садка, ні ставка, ні млиника, ні вишневого садка. Ой, ти старий дідуга, і зогнувся, як дуга, а я молоденька, гуляти раденька, а я молоденька, гуляти раденька. Юрий Борисенко. Салют и слава годовщине навеки памятного дня. Салют победе, что в Берлине огнем попрала мощь огня. Салют ее большим и малым творцам, что шли путем одним, ее бойцам и генералам, героям павшим и живым. В исполнении Государственного оркестра прозвучат вариации композитора Бызова на тему песни братьев Покрас «Казаки в Берлине». Дорогие друзья, завершает сегодняшнюю праздничную программу прекрасная, очень трогательная и любимая многими песня Микаэла Таривердиева из музыки кинофильму «17 мгновений весны». Поет Владимир Васильев. По секундам
свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска. Мгновенье, мгновенье, мгновенья, мгновенье спрессованы в года. Мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. Каждое мгновение с собой резон. Свои колокола своя отметина. Мгновения расстают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода мгновенная, и ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, твое мгновение, ведь оно большое, как глоток, глоток воды по время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай, а секунда свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенье, мгновенье, мгновенья, мгновенья. Обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, город права. Это праздник, седьмой конца. Это праздник, со слезами на глазах. День победы, день победы. День победы,
заслуженной концертной программе принимали участие солистка Государственного оркестра, народная артистка Республики Татарстан Резида Галимова. Заслуженный артист России, народный артист Татарстана, певец Юрий Борисенко. Ну и, конечно же, заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат международных и всероссийских конкурсов солист Татарской государственной филармонии Владимир Васильев. Весь вечер на сцене Государственный оркестр русских народных инструментов Республики Татарстан. Художественный руководитель, народный артист России, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая, профессор Анатолий Шутиков.